Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами программа «Военное детство». Ее мы создаем для того, чтобы сохранить свидетельства тех людей, чье детство выпало на годы самой страшной в истории человечества войны. Совершенно не случайно сегодня мы с вами здесь, у Введенского кафедрального собора. Наш удивительный герой расскажет о том, как в тяжелое время выстоять помогала православная вера. Митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве уже 86 лет. Несмотря на возраст, он служит Богу и пастве. Ездит по приходам, освящает храмы, совершает долгие богослужения, благословляет верующих. Он любит повторять, что с креста не сходят, с него снимают. Этот крест, который он несет всю жизнь, достался ему еще в детстве, которое было очень нелегким. Это село Высокое, недалеко от Рязани. Здесь родился и вырос митрополит Варнава. В этом храме целых 3 века, сменяя друг друга, служили его предки, священники по фамилии Кедровы. Дед и отец пострадали от репрессий. Оба погибли в сталинских лагерях. Мама митрополита осталась одна с 3 детьми, беременная 4-м, абсолютно без средств к существованию. Вскоре после того, как арестовали мужа Евдокии, родился ее младший сын Владимир. Было это в 1931 году. На этом месте стояла маленькая банька с прохудившейся крышей, в которой вырос Владимир Кедров, будущий митрополит Варнава. Семья врага народа едва сводила концы с концами. Детство было голодным, полным обид и лишений. Хозяйка этого дома училась в школе вместе с Володей Кедровым. Она хорошо помнит эти тяжелые времена, когда им, совсем еще детям, чтобы выжили семьи, приходилось просить милостыню. А как? Пойдем побираться. Вот Кусков, там богатые, там жили богатые. Мы так и звали их богачи. Вот. А тут просим милостеньки. Вот. И кто даст, а кто не даст. Кто сказать, Бог с вами, сами 7 послали. Вот так ей скажут. Вот. Мы с ним идем, наберем, а потом делим куски. Я ему скажу, я тебе побольше дам. Там у вас Борис, я говорю, Гурка, Кирка. Я говорю, я тебе побольше дам. А он говорит, добрая ты моя. Голод, холод и обиды семьи, которая страдала только за то, что веровала в Бога, забыть невозможно. Непростым было и отрочество Владимира Кедрова, выпавшее на годы Великой Отечественной войны. Несправедливость по отношению к его семье война только усилила. Конский шавель запасали на зиму, желуди. Там и по стороне лес остался, ходили. Калину, рябину собирали в лесу. И гнилую картошку, значит, собирали весною, где умирали, где-то и осталось. Вот. И этим жили. Хлеба не было совсем. Совсем хлеба не было. И по карточкам давали хлеб 120 грамм. Нам не давали, потому что мы особые люди были. Нам карточков не давали. Впрочем, ничего. Хлеб просто как праздник был когда-то в праздник? Вообще его не было. Вообще не было. Вот так жили. Лебеда, конский шавель, желтый. В 1941 году Володе Кедрову было только 10 лет. В 11, вместе со взрослыми, он работал на строительстве оборонительных сооружений. Немец через наше село шел. То есть с Михайлова, города это Рязанская область, на Рязань. И, значит, он уже дошел до нашего села, то есть 8 километров село было, и значит, уже к нам. Конечно, мы рыли, и окопы,
и убежища, и все, все было изрыто. Лес весь уничтожен был, чтобы никто нигде не мог хорониться там уже. Подготовлено было. Рвы такие, танки, чтобы доехал. Ну, ежи всякие там сварные, колючая проволока. И, значит, немец пришел в село Плахино было. Уже следующий бросок к нам. А у нас войска были. Танки, все везде, все такое. И, значит, это было зимой. И зима очень суровая была, как помню. А в дому мороз был, топить нечем было. Спишь, а одеяло все в выни, и все подкрыто. То есть вода замерзала. Вот. И ни разу не болел. Он помнит леденящую душу рассказы о зверствах фашистов в соседнем селе. И еще факты, которые укрепляли православную веру. Сразу стали узнавать, кто коммунист, кто не коммунист. Значит, оказались там предатели. Село очень большое, дворов там 700, наверное, было, Плахино. Предатели, значит, коммунистов повесили всех на площади. Значит, такое было. Люди оказались. Не надо предавать никого, ни Гречка, ни праведников, никого. Слухи такие были, что, значит, если кто верующий, действительно не трогали. И вот и коммунисты все надели кресты на себя. Вырезали из дерева, потому что не было ни продаж нигде. И вот кто с крестами никого не тронули. Не трогали. А так и яроли были. Человек 10 повесили. Кресты дети в семье Кедровых носили всегда. Без Бога они никогда не жили. Молиться ходили в Рязань за 25 километров. Как фашисты разрушали этот город, митрополит Варнава видел своими глазами. Рязань, она вся была, разбомбили. Все дома, я под бомбежку попадал. Там всего 20 километров высокое, рядом. Все это видал. Когда тревога, нас всех загоняли в убежище. На белых конях полиция лезет, вот так красиво. Все, и всех. И нас тоже загнали. И из этого дома, где я был с мамой, я помню, как маленький был. Только мы зашли в убежище, а потом отбой. Уже отбой сделали, а дома этого нет уже. Мы успели нас в убежище. Если мы не успели, все. Вот такие моменты были. Обычно ночью налеты были немцев. Но это такое, что все небо горит. Зенитский отбой. Одиницы такие бьют, куда попало. Потому что такого не было, чтобы наводить. Мили, они-то убегали, немцы, бомбы бросали, где попало, чтобы сбросить. И так уже не на населенные, а где попало. И они очень боялись зениток. Сбивали им такой, когда самолеты эти. Единственный храм в Рязани, который действовал в годы войны, стоял на городском кладбище и никогда не был пустым. Вера была единственной опорой для людей в ужасе и кошмаре этой войны. Здесь собиралось великое множество верующих. А храмов так не было. На всю Рязань и на Рязанскую область одна кладбищенская церковь была на кладбище за городом. На 300 человек она была. И там священник один был, отдавал всю выручку на фронт, и его не трогали. И я помню, как он служил, целый день служил, крещение вокруг храма встанут с детьми, и он окроплял водой. Вот человек 150-200 встанет, окропит их. Миром не знаю, как мазал, но это видал. Только окропит. Следующая партия опять столько.
И вот только крестились люди. Это отец Борис был. Потом еще из ссылки отпустили таких стареньких, больных уже, и помогали ему священники. А вот на Пасху служба была, например, ну, храм-то мало, на кладбище, в нескольких местах служат утреннюю, икону поставить, повесить на дерево. Вот это утренняя, а литургии уже нельзя, а литургии только в храме. А причастников столько было, например, вот священник, если причастить, 3 часа целых стоять причащать. Все перенесли, ничего. И поминание, конечно, священнику прочитать невозможно было. Ну, как мы вот подростки помогали там. Скорбящинский храм стоял рядом с госпиталем для тяжело раненых. С ним связано одно из самых страшных впечатлений о войне. У нас госпиталь был около этого Скорбящинского храма, где вот храм. Там мы раненых приводили туда потом. И когда вот так выйдешь из храма, мимо храма везут, ямы копали общую, примерно на 10 человек. И их везут извозчик на подводе, все обнаженные, и сидит сам на них, на покойниках. Значит, вот такое было. И, значит, привезет, яму сам выкопает, и так на край встанет, и прям за ногу берет и туда сбрасывать. Вот такое было. Сбрасывать прям сам один, и потом закопать. Там табличка под номером ставила столбик. И там вот рядом за оградой Скорбящинской церкви вот такое братское, очень большое кладбище было. Ну, они ранее, кто без рук, кто без ног, кто без рук, прям так уже. А их уже почти мертвых привезли. Наверное, тем, кто не отказался от веры, в годы войны было легче. Ведь никто из них не сомневался. Господь не оставит, поможет донести крест, и наступят светлые времена. Церковное пение, свет свечей, ощущение рая на земле и, главное, общение с Богом – без этого Владимир Кедров не мог. Самые светлые его воспоминания о попаленных войной детстве и юности связаны с храмом. А в храм пойдешь, был, если утром рано роса, чтобы не намочить ботинки, босый, а к храму придешь, вымочь ноги, и потом в храм дойдешь. В ботинках? Да, чтобы чистые ботинки, вот так. А вот осенью уже заморский, тоже ботинки жалко. По морозу пойдешь, потом по морозу, заморский с босой, а потом придешь, обуйся, ничего. Даже ничего, ноги горят, а потом ничего не чувствуешь. Сейчас попробуй-ка так. Сразу помрет. Речка была. Она пока не замерзала, через речку надо в храм идти. Разуйся, пройдешь, где-то по колонной воде, потом обуйся, пойдешь дальше. А то бывает так, значит, намокнешь. Один раз я в Рязань пошел, значит, ни плащей, чтобы ни пленок не было. А дождик пошел 20 километров пешком. Прихожу в храм, а там как раз Борисоглебский освящали по Василию Рязанского предел. А я туда пошел, пришел, стою, народу, конечно, много там все. И я стою в храме, а с меня все течет, лужа. Народ шарахается, откуда я такой. И ничего, нормально. Ни машины, ничего не ходили. Дорога грунтовая была. Асфальта не было. И как часто вы ходили так? Каждый праздник. Ничего. И, конечно, идешь босой. Но сейчас отобьешь. Ничего. Слава Богу. Есть чего вспомянуть хорошего. Слава Вышнему Богу на земле мир, черный славление. Слава Вышнему Богу на земле. Господи, усне моя твердишь, и уста моя вознесят хвалу.
Время сотворите, Господи. Когда закончилась война, Володе Кедрову исполнилось 15 лет. Уже к этому времени его жизненный путь определился. Война не ожесточила его сердце по отношению к Богу, ведь именно вера помогала без отчаяния переносить бедствия. Владимир Кедров очень скоро стал сначала иподьяконом Рязанского архиерея, служил в Борисоглебском соборе, а через несколько лет вступил на монашеский путь с именем Варнава. И посети винограды сей, и утверди, его же насади. Десница Твоя, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Дети войны. Их рассказы очень нужны нам сегодня. Хотя бы просто для того, чтобы научиться понимать, где настоящая беда, а где так, мелкие неприятности. С вами была программа «Военное детство» о детях войны, о тех, без кого точно не было бы победы. Сообщайте нам адреса тех, кто может рассказать нам о своем военном детстве. Нам надо успеть сохранить живые свидетельства. Всего вам самого доброго. Мира! Thank you.